считается. Производится очень давно, изготавливается. Вот, и изготавливается из натуральной овечьей шерсти. Он получается цельный, без швов. Считается самая теплая обувь для зимы. Очень теплая. И за счет сухого тепла овечья шерсть, она впитывает влагу, и получается сухое тепло, нога за счет этого не мерзнет. Есть у нас без подошвы, есть вот изготавливается с подошвой. Также различные из войлока сшитые. То есть войлок — это материал, который рулонным способом изготавливается и потом кроится и делается, сшиты сапоги. Такие вот сапоги, например. Такие сапоги с мозаикой кожаной, с аппликацией. Вот. А при носке сколько примерно выдержит пара по времени? Год, два, сезон? Я вот лично всю обувь из этих коллекций сам лично ношу, ну, года 3-4 смело можно ходить, и более можно, так сказать. Валенки вообще сносу нет, честно говоря, можно полетать. Просто раньше же делали валенки, да, и потом бегали к мастеру, который подшивал их, подшивали, и каждый сезон. А так носили лет 5, 6, 7, 10, да, пока они уже не стаптывали совсем. Да. Здесь пришивается специально такая, как стелечка. Вот, допустим, сейчас покажу, как. Вот такая стелька сюда пришивается. И еще сюда дополнительно пяточка ставится. И прошивается вот здесь шовчик, и вот так по периметру. То есть вот это прошивается. И получается вот так как бы тоже дно. Когда уже протирались они раньше, в старину. А сейчас стали делать вот на подошве. Ну как-то так вот, да, примерно так вот выглядит. Да, войлок, да. Ну войлок причем разные есть. Есть грубошерстный войлок, вот это называется грубошерстный юртовый войлок из грубой шерсти. А это вот тонкошерстный, вот тонкошерстный войлок. А это вообще вот это вообще из тонкого вот. Из тонкой шерсти. Сколько весит? Тонкорунный. Честно говоря, не знаю. Это где-то грамм меньше килограмм 200, наверное. Да, ну, они на ноге не чувствуют, не тяжелые. Вот, так, что еще могу показать? Это как в фильме «Операция Илья. Новое приключение Шурика», когда они все в этих валеночках ходили. Да, вот свадебные для невесты. Для невесты валеночки. Вот. Они разные украшения делаются. Бисером, там, ажурными вещами. Валеночки. Ну, различные тапочки. С нами теплее, да. Это кухмарские валенки. У них слоган «С нами теплее». Комбинату в этом году 150 лет исполнилось. 150 лет. Это он основан в 1867 году. Вот. Самое крупное и старейшее производство в России. Вот. Основан в этом году был 150 лет, юбилей. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете? Что это такое? Это наш национальный толкыш халявя. Он делается мед, сахар, вода. Мед, сахар и вода. Да, варится до петушка, до состояния петушка. Потом застывается, на сковородку раскладываем. Как только чуть-чуть можно в руки брать, мы его начинаем растягивать. Тянем. Ну, процесс будем показывать здесь. Сейчас мы поставим. Тянем, тянем. Потом у нас есть альбе. Вот такая. Это маслянистая масса такая жирная. Мука пассерованная. И масло. Топленое масло. Его кладем сюда 7 ложек. Затем вот эту на руках, которую тянули, эту массу кладем на эту массу. Начинаем по кругу ее растягивать. И она начинает волокниться. Волокниться. И получается вот такие, вот они как порошкообразные будут, а их в формочки накладываем. Вот в этой формочке накладываем мы его. И она получается вот такая. А это настоящие блины, да? Оладушки. Это оладушки. Прям большое количество масла. Прям на масло. Ну, небольшое, что это нормально. То есть нормально. Один съел и... Нет? Нет?
Хотим порадовать парижан нашей национальной концертной программой. Мы, россияне, представители Республики Татарстан и прекрасного тысячелетнего города Казани. Мы рады сегодня подарить вам свое искусство. Она приехала к нам, мы приехали сегодня в Париж, и для нас историческое событие, наш национальный праздник Сабантуй, который действительно отражает всю красоту нашего российского народа и всю палитру. Все это можно увидеть здесь вот на Максимум колледже. И мы в сердце Европы танцуем, пляшем, поем всей нашей большой необъятной России. Я очень горжусь тем, что нам именно Казань эта честь выпала. Поэтому, думаю, будет доброй традицией в это непростое время показать то, как мы умеем жить. Самое большое наше достояние – это наш национальный мир. Мы действительно в России можем показать, как нужно и можно жить разным народам, и мусульманам, и христианам, и иудеям, и лакомство, которое изготовлено из теста и с медовым сиропом. Он тает действительно во рту. Это безумно вкусно. Попробовав раз. Здесь больше, наверное, меда, чем теста. Меда здесь много, да. Мед натуральный, мед полезен для здоровья. Поэтому... А мед вообще где собирается? Мед татарстанский, в Татарстане. Халяль мед. А компания ваша как называется, в которой Наша Казани? компания называется Департамент продовольствия и социального питания города Казани. Мы кормим детские сады, школы нашего города, больницы. Мы кормим детей. С праздником! Спасибо. Мы рады быть здесь. Представляю вниманию продукт козылык, сделано из конины, это вяленое мясо. Наша компания Кони занимается успешно уже 4-й год, но это семейный бизнес. Испокон веков нам передавали этот рецепт. Более 200 лет мы занимаемся на самом деле производством конины, деликатесы из конского мяса. А вообще поговорят о том, что конское мясо вообще для мужчины вредно. Поднимает сильное давление и заставляет его прыгать на лошадь.
То есть не на коня, а на лошадь. Ну, на самом деле, у него пользы достаточно много, в общем, нет холестерина. В общем-то, очень благотворно влияет на тех людей, у кого сахарный диабет. И большая, так скажем, это антиаллергенный препарат, настоящее мясо, который не дает аллергии. Ну, и, в общем, достаточно известно, что вяленое мясо – это продукт, который держится очень долго. Он готовится примерно 7-8 месяцев, но срок годности до 1,5 года спокойно можно его держать в холодильных условиях. Счастливые люди, красивых достопримечательностей много, и вообще очень приятно находиться здесь. Сабантуем еще раз, приедете сюда? Как позовут, так приедем. Так что удачно все сложилось, конечно, накануне визита рабочего визита нашего президента. Ну, если говорить терминами шоу-бизнеса, это такой немножко разогрев публики перед приездом главного действующего лица. В этом, по-моему, все получилось очень хорошо. И праздник Сабантуй, который проходит в Париже 25 мая 2017 года, как отметил только что посол Российской Федерации, приурочен, как говорится, на разогрев перед неофициальным визитом Владимира Владимировича Путина 29 мая. Ну, Сабантуй, как говорит официальный источник, на самом деле удался. Смотрите, какая очередь. А ведь только праздник практически уже и заканчивается. Осталось несколько часов до завершения, а народ все идет и идет. Бесконечное количество желающих посмотреть, что такое татарский праздник Сабантуй. Вот так. Кояшыга жылы нурын сибә, тигез күреп бөтен җир шары. Әйтер өчен сүзләр җитмәс кебек, күңелдәге уйларның бары. Яшигәле мәхәббәттә яши, hürmet etip hem de